Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марферина Алексеева. Приветствуем. После недавнего съезда партии «Новые люди» обозначены новые векторы развития. Какие инициативы сегодня в приоритете у фракции, об этом мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Татьяна Тымырова, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Республике Саха. Татьяна Александровна, здравствуйте. Добрый день. Итак, обозначены новые векторы развития. Какие из этих направлений планирует внедрять ваше отделение в первую очередь? Недавно прошел съезд нашей партии «Новые люди», и Алексей Нечаев обозначил 12 шагов развития новой России. Расскажу о некоторых буквально тезисах, которые прозвучали на съезде. Во-первых, это то, что сейчас внедряется новая система, которая была предложена нашей партией, это искусственный интеллект активно внедрить в систему судебных практик. То есть на платформах, известных таких как Сбер, либо Яндекс, сделать искусственным интеллектом суды. Когда граждане с простыми обращениями могут обратиться в такой суд и получить решение. То есть это разгрузят суды. Также очень важная тема, которая затрагивает, наверное, многих, это автоматическое получение социальной помощи, когда не нужно бегать за справками, и не нужно стоять в очереди. Порой даже где-то люди говорят нам, что вот это унизительно бегать, когда тебе положена помощь. И вот в этом плане все это автоматизировать, и чтобы человек просто получил нужную свою помощь уже сразу автоматически. Также это социальная поддержка детям, которые не могут получить алименты от родителей. И в этом плане государство, чтобы выступило в защиту детей и сразу выплатило алименты. А дальше уже с теми, кто положено по выплате алиментов, пусть разбирается государство. Очень еще такой интересный момент, который важен для регионов прежде всего. Я думаю, Якутия здесь активно должна поддержать эту инициативу. Это получение налогов от маркетплейсов, когда происходит покупка, онлайн-покупка в интернете, и каждый, кто покупает, эти налоги должны поступать именно в регион. То есть по месту совершения покупки, онлайн-покупки, либо же, то есть вот эти налоги, они сразу будут поступать в бюджет региона, и это тоже усилит бюджетную составляющую не там, где зарегистрирован, скажем, этот предприниматель, либо же организация. Вот такие направления, которые помогут усилить развитие нашей страны, были озвучены на съезде. На съезде была в качестве делегата Ольга Шерстяникова, депутат Гордумы, и она тоже активно участвовала, вносила предложения нашего регионального отделения. Угу. Ну вот мы сейчас озвучили 3 направления, а вот какие инициативы сегодня в приоритете прям вашей фракции? Хотелось бы, чтобы прям подробнее рассказали и приводили примеры, допустим, что меняется и зачем, какой будет итог? Ну, на фоне вообще развития, конечно, этих федеральных повесток, наше региональное отделение активно участвует по развитию предпринимательства. У нас есть прямая связь, скажем так, выстроенная прямая линия. Это, к примеру, депутат Госдумы возглавляет комитет по предпринимательству Демин Александр. Здесь у нас в республике Илтумен возглавляет комитет Алексей Корнилов. И также у нас руководителем комитета в Гордуме является Ольга Шерстяникова. И когда поднимаются вопросы актуальные такие в республике по проблемам предпринимательства, конечно, мы напрямую сразу ведем диалог, все вопросы напрямую обсуждаем, проводим различного уровня совещания. И буквально я сама тоже участвовала в Госдуме по проблемам предпринимателей Арктики, где многие предложения были включены в работу правительства. Я знаю, что в начале года это было особенно актуально. Какие-то продвижки имеются ли? Да, на сегодняшний день, конечно, все региональные наши инициативы, они прорабатываются и напрямую, допустим, мне звонят и говорят, как у вас обстоят дела в Арктике. Вот этот, к примеру, вопрос был продвинут. И это были вопросы и по маркировке, и это сложности были с вопросом, связанные такими, как Колымбак. Помните, мы тоже этот вопрос поднимали. Ну и сейчас активно мы ведем работу по вопросу хлебопечения. Эта проблема тоже стоит не только в Арктике, но и в отдаленных районах.
Мгм, конечно. Ну, то, что и вот в республике обсуждается стратегия развития до 1936 года, да? И вот как новые люди видят свое вот именно там участие в этом процессе? Мы эту стратегию обсуждали с нашими муниципальными также депутатами, да, чтобы на слегах люди слышали и говорили, а что требуется, да, в развитии данной стратегии. Стратегия, конечно, она очень четко прописана, да, но есть там моменты, которые бы мы, как депутаты вот нашей фракции, хотели бы дополнить. И внесли такие предложения, как усилить, значит, развитие местного производства, поскольку все-таки мы говорим о продовольственной безопасности, сейчас это тоже актуально очень. Хотели бы акцент сделать на подготовку кадров. Мы заметили такой момент, что если идет отраслевое, скажем, развитие, да, то связь между образованием, подготовкой кадров и развитием экономики, она должна быть очень тесно переплетаться. Но есть там, к примеру, в таблице, где мы видим, что просто нулевые показатели по рабочим специальностям. Но это, я думаю, что не совсем корректно, поэтому требует, конечно, особого внимания. Также мы хотели бы сделать акцент на то, что все-таки территориальное развитие по муниципальным образованиям, да, оно должно иметь корреляцию с развитием самой экономики. Да. Вот, допустим, взять Ленский район, Алекминский район, там в стратегии именно прописано, что будет развиваться, но при этом инфраструктура не описана, каким образом будет подводиться к тем или иным объектам. Вот эти моменты тоже надо учесть в стратегии, и в этом плане мы сейчас четкую свою позицию тоже обозначили и вносим предложение для, скажем, развития этой стратегии. Ну вот мы уже немножко начали говорить, да, про муниципальные. Вот говорят, что сила партии – это в работе на местах. Так, вот расскажите немножко о деятельности ваших муниципальных депутатов. У нас очень активно работают местные отделения. К примеру, возьмем это Алданский район. Да. Мария Барамыгина очень активно ведет деятельность и в социальном направлении. Они тесно работают с населением и как депутаты, и как общественники. Буквально недавно они проводили акцию, сделали просто вот карту города, где каждый житель может прийти и обозначить, какие моменты есть проблемы в городе. Где-то спрашивают, когда снесут сараи, где-то спрашивают, когда канализационные стоки закроют, где машины проваливаются. И эти вопросы они напрямую решают. И также вот очень хорошая инициатива поступила от Марии, да, это в части изменения республиканского закона о расширении материнского капитала. Предлагается расширить на то, чтобы вот когда делали опрос жителей и республики как региональное отделение, мы подключались к этой инициативе и предлагали о том, чтобы этот мат-капитал использовать на приобретение компьютера для обучения дистанционного ребенка, да, для того, чтобы можно было оплатить автошколу. И также предложение было на селе для создания малого бизнеса, да, семейного, использовать мат-капитал. Это же вот реальные инициативы, которые жители говорят, и об этом должны слышать наши депутаты и, конечно, поднимать эти вопросы. И непосредственно, когда муниципальный депутат дает инициативу, здесь мы уже на уровне республики доносим до комитетов, и комитеты уже эти законодательные инициативы прорабатывают и внедряют. К слову сказать, вот если буквально также на съезде, да, обозначили по книге рекордов России, что партия «Новые люди» стала самой эффективной партией по внедрению законодательных инициатив. Более 525 было предложений внесено изменением законов, из них 43,8% конверсия составила. Да? То есть здесь действительно надо отметить, что наша партия, как молодая и новая, очень эффективно работает и на уровне Госдумы. И несмотря на то, что сейчас вот депутатов фракции у нас не так много, да, в нашем парламенте, но в любом случае они вносят предложения и очень эффективно работают. Угу. Еще одна чувствительная тема, которые поднимают ваши представители, это защита женщин от насилия. Что сегодня предлагают новые люди? Вот в Госдуме эту инициативу поднимали наши депутаты Ксения Горячева, Сардана Авксентьева о том, что надо защитить женщин от насилия, да, и внести поправки в законы, да, это и в Уголовный кодекс, и в другие законодательные, да, наши нормативные акты о том, что выдать судебное решение, чтобы не было преследования в отношении женщины. Да. И в этом плане, конечно, поддержали
многие регионы о том, что сейчас насилие, ну, открыто, да, можно говорить, что есть и женщины в семьях тоже страдают, и этот вопрос очень актуальный. Надеемся, что эта инициатива будет дальше проработана и поддержана, также и другими фракциями, да, потому что все-таки безопасность людей – это прежде всего, и в этом плане вот активно идет работа. Ну что ж, вот мы с вами ранее еще тоже немножко упомянули тему хлебопечения в селах, да, в арктической зоне, также вот поддержка местного производства. Что конкретно предлагается? Мы сейчас предлагаем, чтобы ввели меры поддержки. Когда я поднимала эту инициативу как сама производственник, предприниматель, мы собирали рабочие встречи с Минпредом, с Минсельхозом и увидели, насколько действительно проблема есть. К примеру, вот сейчас за этот год закрылось 6 пекарен на слегах. Это не только арктические, это отдаленные улусы. С центральных вот наслегов возят в села хлеб на такси за свой счет. Это неправильно. В каждом наслеге должен быть свежий хлеб. И поэтому, когда мы начали смотреть проблему, пекаря говорят, что самые большие затраты – это коммунальные расходы на электричество, потому что пекут на электрических печах. Самая проблема – это транспортная логистика на завоз муки. И когда начали разбираться, то, конечно, мы предложили, и я выступала на Координационном совете при главе, предложила о том, что давайте продумаем меры поддержки по снижению расходов именно на коммунальные возмещать, снижение вот этих транспортных расходов, логистики, и также возможность использования наших социальных объектов, школы, допустим, да, в интернатах есть столовые, готовую инфраструктуру, предоставить возможность выпекать хлеб именно на этих объектах. Это даст возможность получения каждый день жителям хлеба. И это самый, мне кажется, насущный вопрос на столе. Ну что ж, Татьяна Александровна, спасибо, что вы уделили на свое время, ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.